Это первое заседание грузинского правительства без министров-республиканцев. О своем уходе они заявили вчера днем и уже вечером не явились на работу. Пустуют два кресла – экс-министра обороны Тины Хидашели и экс-министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Пааты Закаришвили. Он возглавлял ведомство, отвечающее за налаживание отношений с абхазами и осетинами. Парламентские выборы состоятся 8 октября. Республиканская партия, которая в 2012 году пришла к власти в составе коалиции «Грузинская мечта», теперь будет бороться за эту самую власть самостоятельно. Вокруг портфеля министра обороны разыгрывается интрига. Тина Хидашели уже после отставки, появившаяся в военном учебном центре Кцанис вместе с главой Генштаба, отказалась сделать какие-либо комментарии. Мне, как и всем, тоже очень интересно, кто займет эту должность. Сам с нетерпением жду, когда назовут имя. А имя, точнее имена, пока называют только грузинские СМИ. Журналисты, ссылаясь на некие источники в правительстве, пророчат ключевую должность кому-либо из заместителей министра иностранных дел – Давиду Дондуа или Давиду Залкалиани. Также называется имя министра по вопросам интеграции в евроатлантические структуры Давида Бакрадзе. Мол, акцент в работе оборонного ведомства будет строиться на развитии отношений с западными партнерами. Отбор кандидатов в прерогативу главы правительства Георгия Квирикашвили. Наберитесь терпения, имена станут известны в ближайшие дни. Тина Хидашели стала первой в истории Грузии женщиной, возглавившей Министерство обороны. Кресло министра она занимала ровно год и 3 месяца. За это время Хидашели успела приобрести у Франции средства ПВО и начала работу по возрождению грузинских ВВС. Она изменила структуру армии, создав по стандартам НАТО 2 оперативных командования на восточном и западном направлениях, и успела провести ряд масштабных учений, в том числе с участием американской военной техники. Наконец, она отменила обязательный призыв в армию и разработала концепцию новой резервной службы. Далеко не все ее идеи были популярны в политических кругах и обществе, но от своих начинаний Хидашели не отказывалась, чем заслужила репутацию уверенного реформатора. Новому министру, кто бы им ни стал, будет гораздо сложнее продемонстрировать свои способности. До выборов остается всего 2 месяца, после чего придется заново формировать Кабмин. Да и неясно, какой партии достанется это право. Звиат Мчедлишвили специально для настоящего времени, Грузия, Тбилиси.